Эфир абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных темах. В столице идут реставрационные работы архитектурных объектов историко-культурного наследия. Впервые пройдет научная сессия под названием «Свобода об сны. Смысл всей моей жизни», организованная совместно с Институтом экономики и права. В Абхазии простились с видным государственным политическим деятелем Станиславом Засимовичем Хлакоба. Мы продолжаем рассказывать о событиях 32-летней давности, о победной наступательной операции абхазской армии 1993 года. До 4 сентября подразделения абхазской армии на Западном фронте заняли позиции напротив Сухумского железнодорожного вокзала и у железной дороги рядом с водоканалом по улице Самирджиева. Пройдя через Абжапа, наши бойцы вышли к району Синопа. В столице шли ожесточенные бои за каждую улицу, за каждый дом. На Восточном фронте бойцы абхазской армии удерживали ранее занятые позиции на центральной автотрассе, соединяющей Сухум и Очимчиру. Бадра Гунба приняла делегацию Союза женщин России. Обсуждались вопросы сотрудничества, обмена опытом и укрепления связей между абхазскими и российскими женщинами, а также реализация совместных проектов. Бадра Гунба подчеркнул, что партнерство Союза женщин Абхазии и Союза женщин России имеет большое значение. По словам президента, такие взаимодействия, направленные на укрепление сотрудничества и взаимопонимания, способствуют развитию прочных связей между гражданами двух стран. Очень приятно, что вы здесь сегодня находитесь в Абхазии. Очень приятно, что возрастает уровень взаимодействия между организациями женскими. Конечно же, роль женщины в современном мире невозможно переоценить. Практически во всех областях, как в политической, общественной, культурной, социальной жизни. И, конечно же, мы ощущаем, что именно женщина активно влияет практически на всю жизнедеятельность общества, государства и делает наше общество лучше, краше, увереннее. В этом смысле мы рады, что у наших замечательных женщин появилась возможность общаться со своими коллегами, взаимодействовать и развивать очень важные отношения на созидание, улучшение и выстраивание особых взаимоотношений со своими коллегами из России. Вы знаете, наша к Российской Федерации в целом, к народу Российской Федерации. Мы с большим уважением, с братскими чувствами к великому нашему соседу. Так что нам очень важно и приятно наблюдать дополнительные возможности, дополнительные контакты между гражданами нашей страны. Бадр Зауравович, как вам известно, Союз женщин Абхазии – молодая организация. Нам пока 10 месяцев, но за время нашей деятельности мы сумели охватить много сфер деятельности в нашей стране и наладить
контакты с уже существующими общественными движениями женскими. Это такие, как Абжуйские женщины в городе Ачамчира, Женсовет города Пицунда, общественное движение «Абхазия. Будущее». Отрадно, что именно эти женские движения активизировались, и наш союз намерен прилагать все усилия для того, чтобы создавать благоприятную атмосферу в нашей стране и с дружественной страной Россией. Я благодарю вас за такой радушный, теплый прием. Мы будем дальше созидать и развивать имидж нашей всеми любимой страны души Республики Абхазия. Хочу выразить благодарность нашим подругам, так мы называем, членов нашей организации из Союза женщин Абхазии и тех общественных организаций, тех структур государственных, которые принимали участие в наших мероприятиях вчера и позавчера. Хочу сказать, передать вам, вернее, огромный привет и пожелание обязательно встретиться от наших руководителей. Это председатель Союза женщин России Мария Ситель, известная телеведущая, она вот с марта месяца у нас председатель, и президента нашей организации Екатерины Филипповны Лаховой. Для нас очень важно общение и с женской общественностью, и с общественными организациями, с гражданским обществом Республики Абхазия, и, естественно, с теми структурами, которые помогают и поддерживают общественную значимость и общественную деятельность. Знаете, наша организация старейшая. Вот мы сейчас вступили в юбилейный год. В сентябре 1941 года она была создана. Потом это был антифашистский комитет советских женщин. Потом был комитет советских женщин, который долгое время возглавлял Терешкова. И вот с 1992 года Союз женщин России. И мы рады, что в декабре был создан Союз женщин Абхазии. Это действительно дружественная нам организация. Я очень внимательно изучала историю наших взаимоотношений. И вот знаете, если убрать формальности, я вчера это озвучила коллегам, формула такая: нам не жить друг без друга. Мы настолько тесно переплетена наша история и в радости, и в горести, и с ошибками, и с исправлением этих ошибок. И я пришла к выводу, как я думаю, все мы, что через ошибки, которые мы умеем исправлять и признавать, мы приходим к пониманию. И это понимание должно выливаться в какое-то действие. И мы готовы не как, вот вы сказали, великая страна, действительно, мы любим нашу страну, и не как старший брат или старшие сестры, а мы готовы просто, с одной стороны, как граждане нашей страны, и как женщины деятельные, активные, мы готовы передавать то, что у нас есть, то, что мы храним, вот всем жителям республики. У нас много наработок различных. Я думаю, что мы обязательно все их претворим в жизнь. Ради процветания нашей дружбы, укрепления нашей дружбы. Тысячи жителей Абхазии собрались на площади перед Абхазским драмтеатром, чтобы проводить в последний путь Станислава Лакоба, видного государственного и политического деятеля нашей страны. Проститься со Станиславом Засимовичем пришли руководители республики во главе с президентом Бадрой Гунба, депутаты парламента, общественность. Об Абхазском научном обществе всегда говорили как о какой-то легенде. Вот в то время, когда, допустим, я еще начинал работать в Абхазском государственном музее, когда общался с археологом Львом Николаевичем Соловьевым, будучи его учеником по палеолиту, археологии, очень много интересного слышал, много говорили о таких ярких фигурах. Рассказать об Абхазии миру, отстаивать интересы государства было жизненным девизом Станислава Лакоба. О своих достижениях он всегда говорил тихо и скромно. Публичные выступления Станислав Засимович не очень любил, хотя и сам был одним из ярких представителей политической, общественной и научной жизни страны. Я вообще-то не сказал бы, что я публичный человек, хотя иногда могу вдруг. Не знаю, иногда вдруг, а так нет, потому что на меня публика плохо действует. Бесконечный поток людей, народ Абхазии, прощается с выдающимся ученым, политическим и общественным деятелем Станиславом Лакоба. Поверить в то, что произошло, тяжело. Совсем недавно Станислав Засимович обсуждал с друзьями и коллегами планы на ближайшее будущее, продолжал изучать исторические архивы. Эту трагедию для абхазского народа мы пока еще не осознаем. Это глыба, величина, человек, эпоха. Мы росли на его выступлениях,
когда он был депутатом первого созыва. К сожалению, человек эпоха, он ушел сегодня от нас. Большая трагедия, это большая утрата для нас, как для народа Абхазии. Человек с сильным характером, добрый и отзывчивый. В каждом, с кем ему доводилось встретиться, он оставлял частичку тепла. Нури Салия, полковник милиции в отставке, пришел проститься со своим другом и вспомнить об его поддержке в сложное время. Этот был великий человек и простой. Я был основателем школы милиции и пришел к нему, попросил, я говорю, будешь председателем приемной комиссии. При его занятости он не отказался и большую лепту внес в становление Сухумской специальной средней школы милиции. Я ему всегда буду благодарен. Этот человек большой буквы, большого сердца. Коллеги Станислава Засимовича отмечают, что в Абхазии есть люди, чья государственная и общественная деятельность во многом определила судьбу государства. Одним из них был Станислав Лакоба, ветеран национально-освободительного движения страны в сложные времена и не только, всегда был рядом со своим народом. Многое меняется в ходе войны, как будем так говорить. Вообще в ходе любой войны все обнажается, и самые, в общем, уродливые стороны общества, они как-то проявляются. И вот если мы справимся со своими определенными проблемами, у нас там проблем никаких не будет. Вот в чем, мне кажется, весь вопрос. Я вот сегодня вспомнила, как они с Султаном Асланбековичем ездили на переговоры в Женеву. И после приезда Султан Асланбекович сказал: Станислав настолько грамотно, настолько глубоко представил те вопросы, которые необходимы были представить, выложить, рассказать, донести данной организации. Не нужно было где-то какого-то корректива вносить, ни одного слова. Не надо было поменять не только слово, даже запятой. Я помню, как хорошо он сказал, нигде даже не было поставлено запятой, чтобы сказать, что это было бы во вред страны уже, Абхазия. Светлая память ему. Я сегодня лично потеряла одного из соратников Султана Асланбековича. Пусть все светлое достанется его душе. И, как у нас говорят, ахратнах тамгрит. В траурной церемонии прощания приняли участие президент Бадра Гумба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, члены правительства, депутаты парламента, ученые и деятели науки. Окончив историко-филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, Станислав Лакоба начал свою трудовую деятельность журналистом в редакции газеты «Советская Абхазия». В то же время появляются его научные интересы. Долгое время Станислав Засимович работал ученым-секретарем Общества охраны памятников истории и культуры Абхазии, а с 1980 года перешел в Абхазский институт языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия, в котором более 10 лет плодотворно работал научным сотрудником, а затем заведующим отделом истории. Траурный митинг открыл премьер-министр, председатель Государственной комиссии по организации похорон Станислава Лакоба Владимир Делба. Сегодня Абхазия прощается со своим достойным сыном Станиславом Засимовичем Лакоба. Он был одним из значимых представителей абхазского национального освободительного движения и политической жизни страны, который оставил заметный след в современной истории Абхазии. Станислав Засимович прожил яркую, насыщенную жизнь. Он верно служил Отечеству, какой бы статус ни занимал, ученого-исследователя, блестящего публициста, государственного деятеля.
Его безвременный уход – большая потеря для нашего общества. Сразу после войны с Грузией в 1993 году Станислав Лакоба избирается первым заместителем председателя Верховного Совета Абхазии, а с принятием новой конституции в 1994 и реформой системы власти первым вице-спикером Народного собрания, первого золотого созыва парламента. Он уже вошел в парламент с определенным багажом, потому что он начал свою идеологическую борьбу еще до того. И к тому моменту, когда образовался первый парламент, к нему относились уже как к человеку авторитетному, заслуженному, к нему прислушивались, потому что многие факты из истории на самом деле мы не знали. И только благодаря ему они стали достоянием гласности, достоянием всего народа. И при этом Станислав оставался человеком, он всегда был интересным, непредсказуемым. Я очень хорошо помню, как к нему относился Владислав Григорьевич Арзенбах. Могу сказать прямо, что практически ни одного сколько-нибудь важного решения он не принимал, не посоветовавшись с ним. Он мог принять и другое решение, но все равно с ним он советовался обязательно. Был еще очень небольшой круг людей, с которыми он тоже советовался, но в первую очередь со Станиславом. На протяжении многих лет он был участником Женевского процесса по урегулированию грузино-абхазского конфликта дважды с 2005 по 2009 и с 2011 по 2013 годы. Станислав Лакоба был секретарем Совета безопасности Республики Абхазия. По его инициативе в 2006 была разработана и принята концепция национальной безопасности Абхазии. Авторству Станислава Лакоба принадлежит более 100 книг, монографий, статей, очерков, эссе, посвященных истории, политике, культуре Абхазии и народов Кавказа. Научное наследие Станислава Лакоба велико. Он является автором и составителем книг, монографий, сборников документов, мемуаров, статей, очерков и других многочисленных публикаций, посвященных вопросам археологии, краеведения, политической истории и культуры Абхазии в новое и новейшее время. Всего, что сделано им, или с его участием столь велико, что нет возможности перечислить все. Попрощаться со Станиславом Лакоба приехала и правнучка великого абхазского художника Татьяна Шервашидзе. Это была дружба длиною в 40 лет. Я не помню, как мы познакомились, потому что я помню его с детства. Он очень дружил с моей бабушкой Бианой Санной Шервашидзе. И она жила на Лакоба, и он всегда приходил. Но мое воспоминание о нем начинается с того, как он привел к нам в дом свою любимую Нателлу, и они еще не были женаты. Вот эта вот история их прекрасной любви и соединения. И вот с этого момента мы стали достаточно плотно общаться. Вот светлый, добрый, очень достойный, очень порядочный. И, конечно, то, что случилось, это шок, это невероятная вообще трагедия. И мне бы хотелось приехать в Абхазию совсем по другому поводу. Одним из последних желаний ученого было открыть музей Нестора Лакоба, говорят близкие и друзья. Было много планов на этот счет, но жизнь Станислава Засимовича неожиданно оборвалась. В субботу вечером, 20 сентября, Абхазия содрогнулась от страшной вести. Страна потеряла выдающегося сына своего народа. Они вместе с супругой попали в дорожно-транспортное происшествие. Кавалера ордена Ахдабша второй степени, лауреата государственной премии имени Дмитрия Гулия, профессора Абхазского государственного университета, заслуженного деятеля науки, похоронили в его родном селе Лыхны. Гугут Савардания, Роберт Ломия, Ахра Амичпа, Абхазское телевидение. В городе Гал выявили и закрыли мастерскую по ремонту майнинг-оборудования. Оперативно-профилактические мероприятия провели сотрудники УВД по Галскому району и Таможенного комитета Абхазии. Оборудование изъято и передано в Госстандарт Республики Абхазия.
В городе Гал в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлена мастерская по ремонту оборудования для добычи криптовалюты. Мастерская размещалась по месту жительства Джобава Элгуджи Давидовича. Сотрудники отдела внутренних дел по Галскому району и таможенного комитета Абхазии изъяли майнинг-аппараты в количестве 12 единиц, а также комплектующие к таковым. Все оборудование передано в Госстандарт Республики Абхазия. 2 человека погибли, 3 получили ранения в результате атаки ВСУ на Новороссийск, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, днем 24 сентября город подвергся удару беспилотников в центральной части в районе гостиницы «Новороссийск». Повреждения получили 5 жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Все службы переведены в режим повышенной готовности. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться дома. Позже появилась информация, что в Сочи эвакуировали туристов с пляжей из-за угрозы атак беспилотных катеров в Черном море. Об этом сообщил мэр города Андрей Порошунин в своем телеграм-канале. По его словам, такое решение было принято городской оперативной комиссией для обеспечения безопасности жителей и гостей курорта. В данный момент ситуация находится под контролем, и отдыхающим рекомендуется сохранять спокойствие и следовать инструкциям спасательных служб, отметил Порошунин. В случае реальной угрозы во всех районах курорта будут включены системы экстренного оповещения. По поручению президента Бадри Гунба специалисты управления капитального строительства делегированы в город Гал, где уже 3-й день население остается без питьевой воды. Специалисты УКС осуществляют ремонт водопроводной трубы, а также альтернативного источника питания водонасосной станции. Напомним, в районе введен режим ЧС, школы и детские сады временно закрыты из-за отсутствия водоснабжения. Из-за проливных ливней, прошедших 20 и 21 сентября, размыло главный водозабор, оборвало водопроводные трубы. Для обеспечения населения водой была организована подача питьевой воды водовозами. В городе Гал у нас на протяжении 3-го дня уже отсутствует водоснабжение, объявлена чрезвычайная ситуация. На текущий момент специалистами управления капитального строительства совместно с водоканалом города Гал осуществляются работы по временной запитке города. И, проведены работы по замене трансформаторов, в которые попала молния, и проводятся работы по восстановлению линии с водозабора, которая у нас повредилась из-за сошедшего селя. На текущий момент основная часть работ уже завершена, труба практически восстановлена, но в временном режиме для того, чтобы обеспечить людей питьевой водой. Дальше уже будут приниматься технические решения по полному восстановлению этого аварийного участка. За время отсутствия водоснабжения нам оказали очень существенную поддержку наши коллеги с 7-й военной базы, наши коллеги с погрануправления Российской Федерации. Они предоставили нам пожарные машины и вахтовым методом доставляли воду населению. За это им огромное спасибо за оказанную помощь. На текущий момент мы занимаемся восстановлением альтернативного источника подачи воды. Это насосная, которая была построена еще в 2015 году. Сейчас мы запускаем ее для того, чтобы усилить дебит воды. На текущий момент работает только одна скважина из 3 возможных. С завтрашнего утра мы привезем специалистов из города Сухум и будем заниматься восстановлением насосной станции. Данную ситуацию президент держит на контроле. В оперативном режиме мы докладываем ему обо всех изменениях. В связи с тем, что у людей отсутствует водоснабжение, по поручению президента мы делегированы в город Гал и сегодня будем работать до утра, до тех пор, пока мы не обеспечим жителей питьевой водой.
Вторая абхазская юридическая неделя, посвященная 80-летию со дня рождения первого президента республики Владислава Арзенба, открылась в Сухуми. В работе форума принимают участие ученые и юристы из Абхазии и России. Программа юридической недели будет насыщена уникальными мероприятиями. Впервые пройдет научная сессия под названием «Свобода об сне. Смысл всей моей жизни», организованная совместно с Институтом экономики и права. Также состоятся научно-практическая конференция и цикл лекций, подготовленных совместно с российскими специалистами по различным юридическим направлениям. О первом дне работы форума в материале Гунда Шоуа. Политическое и правовое наследие Арзенба и современное развитие государственных институтов Абхазии – основная тема обсуждения участников Абхазской юридической недели, открывшейся в столице. Гостей и участников мероприятия приветствовала председатель Конституционного суда Абхазии, заслуженный юрист республики Диана Пилия. Свобода об сне, смысл моей жизни – это политико-правовое наследие первого президента. Проводим эту научную сессию. Институт проводит Институт экономики и права Академии наук Абхазии. Я очень горда тем, что на вторую абхазскую юридическую неделю приехали блестящие ученые, вклад которых в развитие российской юриспруденции, он просто неоспорим. И каждый из сегодняшних представленных спикеров, и завтра будет большая конференция, научная конференция, каждый из которых внес свой огромный вклад в развитие российского права. В рамках конференции обсуждаются вопросы конституционного строительства, развития законодательства и судебной системы Абхазии в контексте современных вызовов. Особое внимание уделяется анализу вклада Владислава Арзенба в формирование абхазской государственности. Надо говорить так, как умел говорить Владислав Григорьевич Арзенба. Вот все риторические критерии, которые вообще существуют и которые сформулированы еще там в риторике Аристотеля, вот у Владислава Григорьевича Арзенба буквально масса иллюстраций. Я вчера целый вечер с его интервью просидела с книгами и выписала себе массу замечательных примеров, которые могут вообще войти в хрестоматию по риторике. Научно-практическая конференция собрала ведущих юристов, политологов, общественных деятелей, студентов Абхазского государственного университета. Лекции читают специалисты юриспруденции с разных городов России и Абхазии. В программе представлены доклады, охватывающие широкий спектр актуальных вопросов современного права. Участники конференции высоко оценили глубину анализа, оригинальность подходов и практическую значимость лекций. Студенты подчеркнули, что отметили для себя много новой информации, которую будут использовать в своей будущей профессии. Знания, полученные в рамках цикла лекций, буду применять на практике, поскольку я являюсь студентом юридического факультета. Они полезны в будущем, а также в погружении в профессиональную деятельность. Для более углубленного изучения темы лекции отводится время для общения в формате «вопрос-ответ-дискуссия» и иные методы интерактивного образования, в котором принимают активное участие слушатели. По итогам пройдет вручение сертификатов. Гунда Шоуа, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. Контроль за соблюдением правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения должен быть усилен. Такое поручение сотрудникам Министерства внутренних дел дал президент Бадрагунба. Особое внимание глава государства акцентировал на незаконное использование специальных сигналов правительственными автомобилями. Правила должны соблюдаться всеми участниками дорожного движения. Такое поручение сотрудникам Министерства внутренних дел дал президент Бадрагунба. Особое внимание глава государства акцентировал на незаконное использование специальных сигналов правительственными автомобилями. Уважаемые коллеги, по поручению президента Республики Абхазия Бадра Зурабовича Гумба сегодня будет проводиться специальное рейдовое мероприятие совместно с Государственной службой охраны на предмет законного использования спецсредств, спецсигналов, стробоскопов, мигалок и прочего спецоборудования на служебных автомобилях серии 3А. Необходимо внимательно подойти к этому вопросу, выявить нарушителей, которые незаконно используют спецсигналы. В случае выявления таковых необходимо на месте изымать для проведения дальнейшего разбирательства.
Рейдовые мероприятия проходили при участии сотрудников Государственной службы охраны. Правоохранители уделяли особое внимание автомобилям, пренебрегающим правилами дорожного движения и использующим запрещенные специальные средства и тонированные лобовые стекла. Все выявленные правонарушения были устранены на месте. Контроль за ходом рейдовых мероприятий осуществляли лично вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут, временно исполняющий обязанности начальника ГСО Нарсо Гунба. Руководители силовых структур отмечают, что чиновники различного ранга должны собственным поведением показывать пример соблюдения элементарных правил дорожного движения. Всего в ходе рейда 23 сентября было проверено 14 автомобилей за государственными автомобильными номерами серии 3А. В ходе проведения специальных рейдовых профилактических мероприятий по городу Сухом силами Министерства внутренних дел и Государственной службы охраны было остановлено 14 автомобилей с государственными регистрационными знаками серии 3А. В ходе проверки на 2 автомашинах была снята запрещенная законом тонированная пленка лобового стекла. Также при проверке на 2 автомашинах были выявлены и демонтированы запрещенные к использованию спецсигналы. Еще на 2 автомашинах спецсигналы были демонтированы самостоятельно руководителями министерств. Данная работа в отношении владельцев государственных регистрационных знаков серии 3А будет продолжена и дальше. Кроме того, главой государства, Министерством внутренних дел дано поручение о строгом контроле за соблюдением руководителями министерств и ведомств правил дорожного движения, а также скоростного режима. Уже начат сбор данных по административным правонарушениям, зафиксированных камерами фото-видеофиксации, совершенных водителями, управляющими транспортными средствами серии 3А. Данные нарушителей будут переданы руководству страны. Также президентом дано поручение о необходимости использования служебного транспорта исключительно в служебных целях. В случае нахождения руководителей министерств и ведомств в командировках, а также за пределами Республики Абхазия, запрещается передача служебного автотранспорта членам их семей, а также его эксплуатация. Все поручения президента будут исполнены в срок. Исполнение поручений глава государства держит на личном контроле. Все данные по выявленным нарушителям будут систематизироваться и своевременно предоставляться руководству страны. С 1 апреля 2026 года в России могут признать недействительными абхазские и юго-осетинские права у граждан России. Напоминаем, что до этой даты граждане России, проживающие в Абхазии, имеющие местное гражданство, могут обменять права на российские в упрощенном порядке. Для этого необходимо предъявить паспорт гражданина Абхазии, внутренний паспорт гражданина Российской Федерации в случае его наличия, либо российский загранпаспорт и водительский удостоверение местного образца. На данный момент документы на получение водительского удостоверения можно сдать без предварительной записи. Сборная команды Абхазии, принимавшая участие во всероссийской военно-патриотической игре «Зорница» в Волгограде, вернулась в Абхазию. Команду на площади Свободы встретила министр просвещения республики Хана Гунба. По итогам игр в номинации «Лучший командир отряда» победил Руслан Цвижба. В состязаниях саперов в личном первенстве 2-е место заняла Алиса Кабба. Также в военно-тактической игре отряд из Абхазии занял 4-е место. В результате соревнований «Зорница» абхазская команда заняла 7-е место. Я поздравляю вас, я поздравляю нас с достойным выступлением. На самом деле вы нас очень порадовали. Действительно, где было представлено более 100 команд, сборная команда Республики Абхазия показала очень высокий результат. Для нас очень отрадно, что из 103 командиров команд лучшим был признан командир абхазской сборной команды. Я искренне хочу поблагодарить ваших руководителей, которые действительно верой и правдой служат своей стране и своей профессии. Я желаю вам больших побед в мирное время. Я желаю вам больших успехов. От Министерства просвещения Республики Абхазия в качестве поощрения мы вам на осенние каникулы вместе с вашими руководителями дарим поездку в Санкт-Петербург.
Удачи вам! С нами было 10 детей, это школьники из городских школ города Сухум, 5 девочек, 5 мальчиков. Там они проходили навыки военных действий, изучали, потом применяли их в 3-дневной и в 3-ночевой военной игре, где у них не было времени ни на сон, ни на отдых. У них были бои как и днем, так и ночью, так и под утро. Отрабатывались захваты, отходы, тактические действия и все, что связано с военной тематикой. Сама наша команда заняла в военной игре «Зорница» в составе подразделения Республики Абхазия 7-е место, в составе отдельной армии 4-е место. И также хочу отметить нашего инженер-сапера, который разминировал мины в личном зачете. Девочка Кабба Алиса, ученица 6-й школы, заняла 2-е место. Министерство просвещения передало школам республики новый учебник по географии Абхазии для 9 классов, который был выпущен тиражом 6 тысяч экземпляров. Учебник предназначен для полного и всестороннего изучения предметов, включая вопросы, посвященные природе и природным ресурсам страны, общества и населения, хозяйства республики. Книга включает систему вопросов и заданий, а также карты, схемы, графики и фотографии. Сегодня все школы Абхазии получили новый учебник географии, который был составлен преподавателями Абхазского государственного университета Таней Ингой Васильевной, Нури Валерьевичем Багадж и Кайтанбо Ваной Джумаловной. Данный учебник представляет собой единый комплекс физической и экономической географии. Этот учебник абсолютно новый для нашей республики. Он пришел на должную замену старому учебнику. И на сегодняшний момент мы вводим географию Абхазии как отдельный предмет в 9 классе. Придать историческим зданиям Сухума былое величие и красоту. По распоряжению мэра столицы Тимура Агрыба в городе идут реставрационные работы архитектурных объектов историко-культурного наследия. Сейчас реставрируют дом, расположенный на пересечении улиц Воронова и Арценба. На месте работ побывала Нала Чхинджерия. Прогуливаясь по красивейшим улицам Сухума, можно увидеть старые здания, сохранившие неповторимый стиль прошлого столетия. Столица нашей Родины славится своими неповторимыми строениями и живописными уголками с историческими объектами. Чтобы сохранить работы архитекторов того времени, по распоряжению главы администрации города Сухум в городе ведутся реставрационные работы. Один из таких домов – здание на пересечении улиц Воронова и Арценба. На данном этапе проводятся работы по возведению строительных лесов, также по демонтажу старой штукатурки, где она пришла в негодность. Также будет заменено электрооборудование, так как здесь вот жители каждый сам себе подвел свет, если так можно сказать. Теперь здесь мы вот организуем центральный стояк. И от этого стояка каждую квартиру запитаем. То есть теперь уже не с фасада будут запитываться. Этот многоквартирный дом – архитектурный памятник 50-х годов. Он входит в список вновь выявленных объектов историко-культурного наследия Абхазии. Дом построен в стиле сталинского ампира. Здание радовало жителей своими светлыми тонами и изящным архитектурным видом. Но со временем строение пришло в ненадлежащий вид, и часть верхнего фасада обвалилась. Каждое здание же по-своему отличается. Вот здесь вот много декоративных архитектурных элементов, которые мы тоже все будем восстанавливать. Это ручная работа. По цвету вот сегодня у нас состоится градостроительный совет, на котором будут обсуждать цвет данного здания. Там туда входят все архитекторы и уважаемые люди в архитектурном сообществе. Здание в период эксплуатации несколько раз перекрашивали в разные цвета, поэтому вот мы обратились к градостроительному совету, чтобы они приняли решение, в какой цвет выкрасить это здание. Все работы проводятся за счет средств городского бюджета. В доме будет заменена кровля. От элементов декора фасада до благоустройства дворовых территорий будет отреставрировано все. Здесь также уложат тротуарную плитку, высадят новые насаждения. Объект будет сдан до конца текущего года. Жильцы дома довольны. Конечно, есть и замечания, которых и мы им идем навстречу, где вот, чтобы улучшить жизнь не только снаружи здания, но и внутри сделать комфортным. Тут же также было 2 входа, один вот здесь внутри со двора, а еще 2 входа было вот с улицы Арценба.
Там стоят тоже деревянные старые двери, они уже давно замурованы. Мы попробуем их тоже отреставрировать, чтобы они были в рабочем состоянии. В перечень реставрируемых объектов уже вошли около 30 памятников архитектуры. Все они будут приведены в надлежащий вид. После завершения реставрации по улице Ардзинба и Воронова работы переместятся к дому по улице Ардзинба и Дбар. Нала Чхинджерия, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. С 29 сентября начинается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты местных органов самоуправления. Завершится регистрация 19 октября. Согласно закону о выборах депутатов местных органов самоуправления, инициативная группа состоит из 5 человек, которые должны иметь при себе паспорт гражданина Абхазии, паспорт и ксерокопию кандидата. Для кандидатов, выдвигаемых от политических партий, свидетельство о регистрации политической партии, выдвинувшей кандидата на съезде, протокол съезда с указанием округа, по которому выдвигается кандидат. Всю необходимую информацию представители кандидата или сам кандидат могут получить в избиркоме, расположенном в здании администрации столицы. Народная артистка России Абхазии Хибла Гирзмава выступит 15 октября в Абхазском государственном драмтеатре имени Самсона Чанба. Концерт «Я люблю тебя, жизнь» состоится в рамках фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает». Певица исполнит песни о войне в специальной аранжировке Владимира Спивакова, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. В четверг, 25 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-17, днем плюс 19-24 градусов. Температура морской воды плюс 24. На этом наш эфир завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.